Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня сделаем отсыпку на вашего мужчину и посмотрим такую тему. Что именно сейчас, в этот самый момент, он хотел бы вам сказать. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите его по имени и задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, что ты хочешь мне сказать прямо сейчас, в этот самый момент? Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют то, что скрыто, и то, о чем сильно желаем знать. Так, мои хорошие, тут мужчину прорвало, тут много чего бы он хотел сказать. Знаете, этот мужчина говорит: я устал. Я устал от неопределенности. Я устал от какого-то холода, возможно, даже голода. Здесь мужчина больше как жалуется, жалуется на то, что у него проблем очень много в жизни. Серьезных проблем с делами, с работой, с людьми, возможно, проблемы, с законом могут быть даже проблемы. А вы, к вам какая претензия? Что вы ему мало уделяете внимания, что вы его в чем-то упрекаете, что вы как-то на него давите. Он говорит: я хочу, чтобы ты меня пожалела, я хочу, чтобы ты меня приголубила, приласкала, поверила в меня. Я и так сражаюсь со всем миром. Я не хочу сражаться с тобой. Я не хочу, чтобы мы с тобой ругались, чтобы между нами был холод и недопонимание. Я этого не хочу. Я хочу весны. Я хочу тепла. Я хочу счастья с тобой. Да, может быть, я в чем-то был неправ. Может быть, как-то я неправильно поступал, где-то что-то скрывал, либо то, что обещал, не делал. Но это не значит, что я плохой. И это не значит, что на мне нужно поставить крест. Если ты уйдешь из моей жизни, я пропаду. Я потеряю смысл. Зачем мне тогда жить? Солнце потухнет. Знаете, он такой. Может быть, действительно у него сейчас очень серьезные проблемы, и действительно мужчина нуждается в поддержке и в подсказке. Возможно, что он и сам создал себе эти проблемы, но все мы люди. Все мы люди, и все мы в какие-то моменты заблуждаемся и ошибаемся. Здесь именно мы смотрим на мужчину, на его слова. Я не знаю, какой ваш мужчина, но здесь именно в песке этот мужчина переживает и страдает. Он показывает настоящие свои чувства, переживания показывает. Ему очень страшно, что вы к нему поменялись раз и навсегда, что вы от него отвернулись, что больше не позволите ему плотно участвовать в своей жизни, что больше не поверите ему, либо не пойдете к нему навстречу, не повернетесь, не подадите руки. Вот этого он очень боится. Он считает, что вы слишком жестко с ним как-то поступаете. Говорит, что он этого не заслужил. Вы знаете, моя хорошая, он хотел бы сказать, что проблем много у него. Проблем, о которых он не может вам рассказать. Где-то, может быть, стесняется, а где-то он не желает вас тревожить. Но он жалуется на судьбу. У него левая сторона вся в проблемах, в закрытых дверях, в холодных сердцах, в каких-то, может быть, мошенничествах, по отношению к нему совершенных. Здесь также может отыграться, что мужчина неправильно сделал выбор в какой-то момент. Может быть, даже с какой-то женщиной связался. Но это как пример, Это не у всех отыграется. То есть он совершил какую-то ошибку, какой-то промах он совершил, о котором он безумно жалеет, но о котором он не может вам все рассказать.
Ему бы хотелось, чтобы вы просто ему доверились, дали бы ему свою руку и вот прям как обновились и заново пошли в любовь, в отношения. Ему хочется быть на прежнем месте в вашем сердце. Вот такой у него запрос идет. Здесь мужчина все время как спешит к вам, торопится к вам. У него очень много мыслей, и он очень многое хотел бы вам сказать. Но как только вот доходит до момента общения, будь то телефон, будь то личный разговор, на него какой-то ступор нападает. Вот он и сам себя не понимает, почему я стою, почему я молчу, почему я не могу сказать то, что у меня в сердце и в мыслях. Вот как будто бы он сам себя начинает стесняться. Стесняется проявлять свои чувства, стесняется проявлять свои эмоции. Вообще ему сложно говорить о любви. Такой немножечко странный. Он потом себя безумно ругает. Да, вот момент упущен. Он себя ругает и говорит: боже, ну почему я такой костоязычный? Почему я не смог из себя выдавить там пару слов? У него, кстати, к вам тоже есть претензии. Ему не нравится какое-то ваше общество. Будь то работа, будь то родственники, будь то подружки. Вот крайне не нравится. И он хотел бы, чтобы вы поменьше бы там участвовали и больше участвовали бы в его жизни. Да? Он думает, что те женщины, либо то общество, в котором вы находитесь, очень критично к нему настроено. И он, не имея возможности, например, 100% знать или понимать, что там говорят, он, в принципе, хотел бы себя обезопасить. Даже не себя, а, например, вас, чтобы вы поменьше там прислушивались к этим подружкам, либо там, к другим женщинам, чтобы вы не перетягивали жизнь других людей в ваши отношения и в вашу семью. Здесь у мужчины какое-то новое дело назревает. Вот он о чем-то думает и планирует. Ему бы очень хотелось бы с вами этим поделиться, но он переживает, что вы начнете его критиковать, либо там высмеивать даже, может быть, либо не поверите в него. Но он-то в себя верит. Хотел бы, чтобы и вы верили. Он не может вам всего рассказать. Но хотел бы. Возможно, хотел бы даже вот какой-то совет ваш получить, либо выслушать ваше мнение, вот как вы это видите. Но стесняется, переживает очень сильно. Здесь знаете, что еще отыграется? У этого мужчины какие-то комплексы большие. Прям такие гигантские комплексы, какие-то шоры, какая-то неуверенность в себе. Ну да, такой глубоко закомплексованный мужчина. Он бы очень хотел, чтобы вы помогли ему раскрыться, чтобы вы помогли ему стать тем, кем он, например, рожден. Но он не знает, как правильно об этом попросить. Самое худшее — это если вы в нем разочаруетесь. Если вы вот прям, ну, как высмеете его и скажете: «Господи, пропащая душа, боже мой». А возможно, вы его уже критиковали, и у него это все отложилось на подкорочке, и он не желает повторить эту ситуацию. Здесь еще мужчина говорит, что его неспокойный характер связан с тем, что очень много проблем, и из-за этих проблем он стал нервный. То есть говорит: ты же знаешь, я, да, нервный, я могу наговорить лишнего, но это не то, о чем я думаю. Это просто эмоция. Я не могу контролировать свои эмоции. Не могу. Мне нужна помощь. Но я не могу даже помощи у тебя попросить. Я в каком-то тупиковом состоянии беспомощного ребенка. Да, такой, знаете, младенец. Вроде как и говорить еще не может, попросить не может. Просто вот сидит и плачет. Ну, лежит и плачет. Этот мужчина хотел бы с вами долгой счастливой жизни, идеальных отношений, любви, мира, радости. Но он не знает, как этого добиться, у него не получается. Вот он старается, пытается, а все идет как-то наперекосяк. Обратный результат он получает.
Здесь мужчину, конечно, нужно, девчонки, вытаскивать, потому что он углубляется в какой-то кризис, в какой-то вот депрессняк у него, да, вот прям все хуже и хуже, все глубже и глубже он заходит в какую-то бездну. Может быть, вы поссорились, вот может так отыграться, что вы поссорились, может быть, действительно между вами какая-то стагнация произошла, вы в охлаждение вошли. Он мечтает об этом выбраться, но он не может об этом попросить, не может. А еще, кстати, может отыграться, что у него сейчас с деньгами проблемы, причем проблемы очень серьезные. И тоже он об этом не может вам сказать, признаться, чтобы не выглядеть каким-то неудачником либо дурачком в ваших глазах. Если вы семья с этим человеком, то здесь только лишь семейный психолог, я думаю, сможет вам помочь. Семейный психолог, да, нужно походить, разобраться, пообщаться, научиться, может быть, как-то по-другому выстраивать диалог между друг другом. У кого-то отыграется, что у мужчины кризис среднего возраста, когда он все, знаете, как теряет веру в себя, чувствует, что время уходит, да, я ничего не добился. Здесь мужчина озабоченный пришел, озабоченный тем, что происходит в его жизни, и тем, что он не может управлять всеми процессами. Но не получается у него выстраивать жизнь так, как он хочет. Он желает вам сказать вот прямо сейчас, что он нуждается в вас, нуждается в вашей помощи и в вашей подсказке. Но, к сожалению, попросить об этом воочию, да, глаза в глаза он не может. Не может, все. Вот такая ситуация. Мои хорошие, не бросайте своего мужчину. Если вы в нем заинтересованы, то постарайтесь как-то исправить то, что произошло. И постарайтесь ему помочь. Может быть, действительно задумайтесь о посещении семейного психолога. Это вам очень хорошо поможет. И ему тоже поможет. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.